Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Бүгін біз Алматы қаласындағы пошта бөлімшесінің қызметкерлеріне талабына арнайы брифинг өткіземіз. Брифинг спикерлері Қазпошта басқарма төрағасы Серік Болатұлы Саудабаев және Азамат Кескінбаев, стратегия және қаржы мәселесіндегі басқарушы директор. Серік Болатұлы, сізге сөзді ұсыну келеді. Рахмет, Махаббат Тулеевна. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Позвольте поблагодарить вас за участие в сегодняшнем брифинге. Как вам известно, 16 сентября в городе Алматы перед зданием филиала Казпочты собралась инициативная группа работников, которые огласили ряд требований, основные из которых связаны с низким уровнем заработной платы, отсутствием премирования к профессиональному и государственным праздникам и плохими условиями труда. На место сразу же прибыл управляющий директор Казпочты Ержан Байтан с целью выяснения причин недовольства работников. Я также в 11:30 вылетел в город Алматы для встречи с работниками филиала. Во время встречи каждый желающий работник высказал свои требования. Вместе с тем, конечно же, эти проблемные моменты нам известны, и по итогам встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая рассмотрит все отраженные в протоколе требования инициативной группы. В состав рабочей группы включены два управляющих директора Казпочты, представитель профсоюза, а также два представителя инициативной группы. Хотелось бы отметить, что данная комиссия уже приступила к своей работе сегодня в 9 часов утра. Через 2 недели я планирую встретиться с работниками филиала по итогам завершения работы данной рабочей группы. Теперь я бы хотел остановиться вкратце на вопросах, поднимаемых работниками филиала. Первый, самый главный вопрос, это, конечно же, касательно низкого уровня заработных плат наших работников. Не секрет, что в настоящее время уровень заработных плат работников Казпочты является неконкурентоспособным. При этом хотелось бы отметить, что с 1 февраля текущего года мы подняли заработную плату нашему производственному персоналу в среднем на 20%. При этом наиболее уязвимая категория работников, которая получала минимальную заработную плату, мы смогли им повысить на 25%. Это стало, конечно же, возможным при финансовой поддержке фонда Самрук-Казына, нашего единственного акционера. Кроме того, мы подняли ставки по доставляемым отправлениям для наших пеших курьеров, которые работают на основании договора возмездного оказания услуг. Также хотелось бы, наверное, дополнительно отметить те социальные вещи, на которые мы смогли увеличить выплаты в текущем году. Это с 1 апреля мы подняли в 2 раза выплаты за разъездной характер работы. Вы знаете, что у нас есть водители как наземного транспорта, у нас есть также водители, у нас есть группы, которые работают в почтовых вагонах. Также мы смогли улучшить условия коллективного договора. Мы, помимо имеющей место договоренности, смогли дополнительно изыскать средства на приобретение на количество путевок на санаторно-курортное лечение наших работников, а также для путевок детям-работникам в детские оздоровительные лагеря. Теперь непосредственно, чтобы вернуться к своему вопросу, я хотел бы отметить, что в настоящее время идет формирование бюджета на 2023 год, в котором средства на увеличение заработной платы производственному персоналу уже заложены. Утверждение бюджета ожидается ориентировочно в конце октября, и в первых числах ноября я готов ознакомить коллектив Казпочты с утвержденным фондом оплаты труда на 2023 год.
При этом, наверное, я должен обязательно отметить о том, что повышение заработных плат, конечно же, должно коррелироваться с увеличением доходов компании. Со своей стороны руководства компании мы проводим постоянно мероприятия по увеличению доходов от предоставляемых почтовых услуг, финансовых услуг, от международного почтового бизнеса. Не секрет, что пандемия внесла свои коррективы в части доходов, получаемых компанией от международного почтового бизнеса. Начиная с весны 2020 года доходы Казпочты от международного почтового бизнеса значительно снизились. Вместе с тем, в текущем году произошло оздоровление ситуации в части почтового финансового бизнеса, международного почтового бизнеса, извините, и мы уже фиксируем определенный рост объемов и доходов от международного почтового бизнеса. Вместе с тем, карантин по-прежнему действует в городах Китая, приграничных с Казахстаном, в связи с чем быстрого роста международного почтового объема не происходит, к сожалению. Касательно поднятого вопроса нашими работниками по выплате премии к празднику, хотелось бы отметить, что к профессиональному празднику почты 9 октября всему производственному персоналу будет выплачена единовременная премия. Следующий пункт касательно условий труда. Конечно, мы обязаны обеспечивать, как работодатель, благоприятными условиями труда наших работников. Однако текущее финансовое положение нашей компании не позволяет нам одномоментно решить данную проблему. Как вы знаете, у нас большая инфраструктурная компания, у нас более 2750 отделений, 70% из которых находятся в сельской местности. В большинстве объектов Казпочты требуется проведение ремонта, однако средства, которые заложены в бюджете на данные цели, недостаточно для того, чтобы охватить для ремонта большее количество наших отделений. Вместе с тем, в настоящее время мы проводим мероприятия по изысканию дополнительных средств для проведения ремонтных работ в наших помещениях, наиболее нуждающихся в ремонте и создании благоприятных условий труда для наших работников. До конца текущего года мы планируем провести ремонт помещений, в которых условия труда не соответствуют желаемым и необходимым требованиям. Следующий пункт, который был озвучен нашими работниками, касательно доплат за совмещение должностей. В настоящее время из-за неконкурентоспособности наших заработных плат мы не можем сполна заполнить наши вакансии в филиалах. При этом, исходя из внутренних актов, в Казпочте проводится доплата за совмещение. Вместе с тем мы проведем анализ в ближайшие 2 недели, мы проведем анализ соблюдения выплат в регионе, а также факты привлечения работников на переработки свыше 12 часов в месяц. И, конечно же, в случае подтверждения данных фактов мы примем соответствующие меры. Хотим обратить ваше внимание на то, что в компании работает омбудсмен, к которому работники вправе обратиться о нарушении их трудовых прав. Все работники Казпочты уведомлены о такой возможности посредством внутренних коммуникаций. Также хотелось бы отметить, что при фонде Самрук-Казына действует горячая линия, куда работники могут сообщать о любых нарушениях кодекса поведения, о фактах коррупции, дискриминации, неэтичного поведения руководства. И, наверное, в завершении хотелось бы еще один очень важный пункт, который был озвучен представителями инициативной рабочей группы. Действительно, в течение года были факты, когда данный вопрос поднимался и со стороны государственных органов, и со стороны акционера. Это касательно наших работников, лиц, которые привлечены на договоры возмездного оказания услуг. В прошлом году в компании запустили проект «Наши люди».
Суть нововведения состояла в том, что почтальоны перешли на сдельную оплату труда, исходя из объема доставленных почтовых отправлений. Принцип в целом такой простой, что сколько доставил, столько получил. При этом важно отметить, что работникам, которые переведены на договоры возмездного оказания услуг, помимо того, что за каждую доставленную посылку мы должны платить вознаграждение, предусмотрена гарантированная часть выплаты. То есть каждый работник, вне зависимости от доставленных отправлений, гарантированно получает за каждый свой день выхода 2500 тенге. А также компания осуществляет пенсионные выплаты за работников, а также отчисления за работников в части обязательного социального медицинского страхования. С момента реализации данного проекта у людей появилась материальная заинтересованность и возможность зарабатывать в зависимости от выполненных объемов работ. Количество работников на сдельной оплате труда в целом в части наших пеших курьеров составляет 911 человек. В целом большинство курьеров довольны данной системой, потому что они увидели, что их доходы по итогам года они увеличились. Однако, конечно, с теми работниками, которые остались недовольны переходом на сдельную оплату труда, мы в ближайшее время проведем индивидуальную работу, по итогам которой мы планируем найти компромиссное решение, которое позволит удовлетворить все стороны. Уважаемые представители средств массовой информации, я закончил свой основной доклад, и теперь я вместе со своим коллегой, управляющим директором по стратегии и финансам, членом правления Казпочты Кескинбаевым Азаматом Бахиджановичем готовы ответить на все ваши вопросы. Да, спасибо, Серик Булатович. Коллеги, вопросы? Вы сказали в процентном соотношении 20-25%. Сколько это конкретно суммы можете назвать? Сколько была зарплата, сколько это сейчас с повышением и насколько примерно... насколько вы еще не решили, да, это будет рассматриваться. Вот эти моменты. И еще вы говорили про премии, что вы хотите единовременную премию. Сколько это примерно? Это оклад или это просто какая-то будет сумма? Спасибо. Благодарю вас за ваш вопрос. В первую очередь хотелось бы касательно повышения заработных плат в текущем году. Как я сказал, что те работники, которые имели самую низкую заработную плату, это работники, которые у нас получали около 70 тысяч тенге, мы им смогли повысить размер заработной платы на 25%. Соответственно, в настоящее время работники, которые работают на полной ставке, минимальный размер заработной платы составляет 90 тысяч тенге. То есть те работники, у которых заработная плата выше 100 тысяч тенге, мы смогли их повысить заработные платы на 20 тысяч тенге. Есть у нас начальники отделов, которые получали около 180-200 тысяч тенге, мы им дифференцированно смогли обеспечить повышение на 15%. Касательно единовременной выплаты к праздникам, мы в настоящее время делаем расчет с учетом финансового положения компании. Я хотел бы напомнить, что мы компания планово-убыточная. В связи с чем это сложилось? Мы компания, которая несем социальные обязательства перед государством по предоставлению полного спектра почтовых и финансовых услуг не только в городах, но и в селах. По сути, мы единое окно государства. И наши расходы на сельские отделения связи, они не перекрывают те доходы, которые мы получаем в селах. То есть я вам могу здесь открыто сказать, что согласно тем расчетам, которые мы провели по итогам 2021 года, наши убытки от предоставления наших всех услуг на селе составляют 13,5 миллиардов тенге. В этой связи повышение заработной платы, которое произошло, оно было осуществлено, конечно же, при финансовой поддержке единственного акционера. Но еще раз хотелось бы отметить, что для нас
повышение увеличение доходов, улучшение финансового состояния наших работников – это приоритетная задача. Мы понимаем, что Казпочта, да, мы действительно работаем и на конкурентном рынке, и мы имеем возможность зарабатывать, но в большинстве своем Казпочта – это социальный проект. То есть мы, еще раз, мы осуществляем социальные обязательства государства перед нашим населением, живущим не только в городах, но и в сельских отделениях и в районных центрах, куда не заходят ни наши банки второго уровня, ни какие-либо курьерские организации. Да, я хотела Да. включить производственный персонал. Производственный персонал – это работники, в первую очередь, конечно же, это те наши работники массовой профессии. Это почтальоны, это наши курьеры, это наши сортировщики, это наши водители, это наши экспедиторы, операторы наши. Вот, ну и если так конкретно объяснить, то в филиале у нас по градации, начиная от уровня начальника отдела и заканчивая вот теми категориями, которые я озвучил, это все производственный персонал. К административному персоналу, управленческому персоналу филиала относятся только директор и 2 заместителя директора филиала. Я вот, да, озвучил, у нас очень большой дефицит кадров в связи с тем, что наши зарплаты не конкурентоспособны. И кроме того, мне бы хотелось отметить о том, что очень часто мы обучаем наших операторов, которые предоставляют финансовые услуги, и после обучения банки второго уровня переманивают наших операторов, которые могут предоставить более высокие зарплаты. Также вот курьеров, которых мы обучаем, частные курьерские компании также переманивают, потому что у них есть возможность выплаты более высокой заработной платы. Спасибо, Сергей Булатович. Следующий вопрос. Келесі сұрақ, әріптестер. Я могу тогда пока добавить несколько цифр, да? Вот спрашивали по поводу, ну в цифрах именно сколько, это 20-25%. Среднемесячная зарплата в целом по обществу в районе там, 170 тысяч тенге, но при этом это на полную ставку. Вот, операторы средняя зарплата 133 тысячи, почтальонов 115 тысяч, там, сортировщиков 160 тысяч. Но при этом у нас есть сотрудники, которые работают на неполную ставку. К примеру, до 0,5 ставок в целом имеется порядка 3000 сотрудников. 115 тысяч – это вот окончательная сумма или это вот вы говорили, сдельная есть у вас? Или они могут быть... Нет, я говорю про почтальонов, которые в штате. А вы сейчас говорите про тех почтальонов, которые оказывают по договору возмездного оказания услуг, где есть фиксированная часть и переменная часть, которая зависит от объема доставленных почтовых отправлений. Да, здесь имеется в виду все выплаты с учетом удержания. А вот, например, до этого года. Позвольте мне ответить. Весной 2020 года было повышение заработной платы производственному персоналу на 15%. И вот следующее повышение было осуществлено с 1 февраля текущего года. В настоящее время, еще раз я напоминаю, что идет формирование бюджета, и деньги на увеличение фонда оплаты труда заложены. Но бюджет будет утвержден в конце октября текущего года. Ну, опять же, чтобы представить себе масштабы, та инициатива, которая была озвучена в 2022 году на увеличение производственному персоналу в среднем на 20% увеличение заработной платы, в год компании обходится порядка 5 миллиардов тенге. Ну, это, соответственно, не один год, то есть последующие года компания берет на себя обязательства эти же 5 миллиардов, грубо говоря, да, нести и в последующих годах. Поэтому, так как штатная численность компании достаточно большая,
Она представлена во всех регионах страны. Увеличение заработной платы на 10 или 15%, 20% обходится в такие суммы. То есть зарплата и в столице, и, например, в регионе, они одинаковые для Нет, они отличаются в регионах. Да, конечно, градация есть по регионам. Спасибо, Азамат Бахиджанович. Следующий вопрос, коллеги. Через страх полса. Коллеги, если на этом вопросов нет, то я предлагаю завершить наш брифинг. Благодарим вас всех за участие. До следующих встреч. Спасибо вам, коллеги. Спасибо вам, уважаемые представители средств массовой информации.